Добрый день, наши дорогие читатели! Сегодня я хочу представить вам очередной обзор «Забытые книги желают познакомиться». В нашей библиотеке есть вот такая полочка прошлых лет, но они в себе не содержательные, познавательные, интересные. Начнем вот с такой книги, как «Кумыс и Шубат». Вышла в 1979 году издательством «Кайнар» в городе Алма-Ата. Говорит о том, что с давних пор в народной медицине применяли именно шубат. И вот на сегодняшний день этот напиток полезен при болезнях, особенно у детей. Вот такая очень много полезного и интересного. Вы можете прийти и прочитать. Также я хочу вам посоветовать вот такую книжечку Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Это школьная программа. Была выпущена в 1984 году в городе Москве изданием «Художественная литература». Эту книжечку мы можем взять, учить, читать ее в автобусе, в троллейбусе, где угодно. Удобная, маленькая, компактная. Вот предлагаю вам изучить Евгения Онегина вот в таком переплете. Следующая наша книжка называется «Старик и море». 1980 года в городе Ленинграде она была выпущена издательством «Судостроение». Автор у нас Эрнест Хемингуэй «Старик и море». Именно за этот роман он получил свою Нобелевскую премию. Несмотря на то, что книжечка тоненькая, но в себе она несет огромное содержательное повествование. Тот, кто знает произведение «Старик и море», тот знает все. Ну и последнюю книжечку я бы хотела Григория Данилевского порекомендовать вас, которая вышла также в 1987 году в Киеве издательством «Художественная литература». «Княжна Тараканова». Это о самозванке, которая претендовала на престол. Все эти книжечки, которые я сегодня вам представила, они всегда стоят на нашей полке немножко забытых книг. Добро пожаловать, дорогие читатели, в нашу библиотеку.